Добрый день! Вы смотрите шоу «Первый на кухне». Сегодня на нашей кухне вторая четверка полуфиналистов. И прямо сейчас мы начинаем битву за место в финале. К новогоднему столу каждая хозяйка готовит все самое вкусное и лучшее. И порой на поиски нужных продуктов уходит очень много времени. Но не в этот раз. В Макс Маркет вы найдете ингредиенты и продукты даже для самых изысканных блюд к вашему праздничному столу. Конечно, какие же новогодние выходные без сладких подарков? В Макс Маркет представлен самый широкий ассортимент конфет, шоколад, имбирных пряников и карамельных леденцов. Василий Зырянов – свободный художник. Четко следовать рецептуре не в духе Василия. Кулинар любит экспериментировать и импровизировать. Кюнней Федотова – поклонник кулинарных шоу. Обожает готовить по рецептам именитых шефов и имеет в арсенале десятки рецептов изысканных блюд. Иван Турантаев удивил и покорил шефов умением сервировать блюда не хуже, чем в самых изысканных ресторанах. Эдуард Неустроев на отборочном туре доказал, что мужчины – непревзойденные повара. Рулет из курицы и оформление блюда удостоились самых высоких похвал. Кулинары еще не знают, что в полуфинале блюд стало больше, а времени на сбор продуктов в 2 раза меньше. Добрый день, участники, и добро пожаловать в полуфинал. Сегодня вам вновь предстоит продемонстрировать свои кулинарные способности, и через пару мгновений вы узнаете задание от шефов. Коленки дрожат, как будто в первый раз пришел. Я очень долго ждал, и наконец-таки я уже в полуфинале могу как-то себя проявить, потому что с прошлого раза я был вообще недоволен собой. И надеюсь, сейчас я уже полноценно себя покажу как кулинар. Конечно, очень рада. Посмотрела почти все серии, примерно знаю, кто как готовит. Думаю, что я готовлю не хуже, может быть и лучше. Желаю себе удачи, пройти финал, наверное, получится или нет. Но перед тем, как мы начнем, я передаю вам ваши фартуки полуфиналистов. Фартуки вручены, и теперь пришло время узнать, какое задание приготовили шефы для наших полуфиналистов. Кроме 2 основных блюд в полуфинале, вам предстоит приготовить еще десерт. Вы готовы услышать сегодняшнее задание? Да. Десерт для меня особо не очень знакомо, но примерно представляю. Кетчах там, типа такого, пудинг, наверное. Кексы, может быть, но выпечка это не мое. Я почему-то ожидала, что будет 3 блюда в полуфинале, потому что во всех кулинарных шоу обычно так в финале, да? Будет сложно, очень сложно, потому что десерты, они требуют очень много внимания и точности. После того, как мы узнали, что нужно готовить десерт, маленькие человечки, которые в моей голове бегают и ищут всякие рецепты, просто сбились. Полуфиналисты, сегодня вам предстоит приготовить рыбный пирог, оранчини и десерт, но из тех продуктов, которые у нас в секретном ящике. Окей, рыбный пирог, окей, хорошо. Что такое оранчели и непонятный десерт, который находится в каких-то коробках? Я не знаю, что такое оранчини, и десерт очень страшно. Оранчини – это, по-моему,
Это, по-моему, лепешка с фаршем. Ну, что-то такое, мексиканское блюдо, по-моему, оранчини. Можно сказать, что я эксперт как раз по оранчини. Вот, это что-то итальянское, наверное, да? Ну, я шучу, конечно, какой там эксперт, я впервые слышу такое слово. Похоже, шефы вновь застали наших кулинаров врасплох. Никто из четверки ранее не сталкивался с оранчини. Как всегда, к основным блюдам вы готовите соус, а десерт, как я уже сказала, из тех продуктов, которые есть в секретных ящиках. На все вам дается 2,5 часа. За это время вы должны успеть все приготовить, сервировать красиво блюдо. Эксперты, как всегда, будут оценивать время приготовления, вкус и внешний вид блюда. Но прежде чем мы начнем, наша традиционная жеребьевка. Но в этот раз вместе с номерками вы вытягиваете и свой секретный ящик, в котором находятся ингредиенты для десерта. Их вы должны будете использовать в обязательном порядке. Кроме них вы можете добавлять что-то из того, что вы взять успели из общего стола. И у вас второй номер, и будет второй ящик. Кюней. О, нет! Четвертый номер и четвертый ящик. Первый номер. У меня Третий номер. Третий. Итак, очередность определена. Ящики вы тоже разобрали. На набор продуктов из общего стола в этот раз вам дается вдвое меньше времени, то есть ровно 30 секунд. За это время вы должны взять все, что вам необходимо для приготовления основных блюд, а также для вашего десерта. Обмениваться вы можете в этот раз только одним продуктом. Не сломать бы ничего. Так, значит, у меня есть очень молочный шоколад «Щедрая душа». Россия наша. Это я не знаю, что это такое. Это маленькие шарики какие-то, типа сахар, что ли, я не знаю, что это. В общем, я не знаю, как десерт какой. Ну, примерно что-нибудь сделаем. Так, тут у меня масло и мед. Почему-то их 2 штучки. К чему бы это? Что за намек на какое блюдо? Непонятно. Апельсинчик и грецкие орехи. Ну, у меня есть идея. Ну, была, то есть идея. Но придется их использовать. Вот первый, посмотрите, что здесь такое. Это сливки и сыр творожный. 33%. И все. Как думаете, что это за десерт? Сливочный десерт. За короткое время кулинарам нужно определиться не только с десертом, но и составить список продуктов, которые им необходимы для работы. Все, что нужно для муки, овощи, ну и все, соль, перец, специи, масло, мука. 3, 2, 1, стоп! Но для рыбного пирога 100% понадобится мука, яйца, там вода, лук, рыба сама, перец, картошка и лук, типа там какой-нибудь там репчатый. 3, 2, 1, стоп! Сахар забыл. Возьмите сахар. Хорошо, что 30 секунд, потому что первые 2 не успеют много забрать. И, значит, 4-му участнику тоже останется. 3, 2, Где 1, соль? стоп! Что за прикол? Я знаю, что мне ничего не достанется, если мужчины не будут так любезны и не оставят мне грибы, например, сливки,
картошку и ягоды. А где масло-то? О, боже, боже, боже. 4, 3, 2, 1, стоп. Я взяла, да? Ну, я не успел взять ничего. Вот. Я 100% взял процентов, наверное, 15, чего хотел, и причем забыл самые главные ингредиенты и взял все ненужное. Допустим, как красный перец. Но он мне вообще по факту не нужен, я его перепутал с крахмалом. Успела взять я грибочки, добавлю, скорее всего, в пирог, орешки для украшения. Не буду говорить, какой я десерт буду готовить, но я уже знаю. Он будет очень вкусный, я думаю. Забыл, конечно, пару ингредиентов для горячего и для закуски, но думаю, это не критично. Так как после меня девушка, все же я попытался ей оставить продуктов, думал за двоих и, конечно, забыл много чего. Ну ничего, посмотрим там, что получится. Однажды, холодной зимней ночью, придет он. И ты снова поверишь в чудеса и почувствуешь себя ребенком, потому что он волшебный, красивый, яркий Новый год. Хозмаркет. Время волшебства. Итак, вы взяли все, что вам необходимо для приготовления ваших блюд. Я напоминаю, что на готовку вам дается ровно 2,5 часа. За это время вы должны успеть приготовить все и красиво сервировать блюдо. Напоминаю также, что вы должны использовать все ингредиенты, которые находятся в вашем секретном ящике для десертов. Я желаю вам удачи и, кулинары, ваше время пошло. Готовлю с удовольствием для судейской коллегии. Твори на кухне, делай все, что хочешь, экспериментируй. Чистота, порядок и аккуратность. Главное ввязаться в бой, а война план покажет. Кулинары сегодня немногословны, каждый погрузился в работу с головой. Я, короче, сейчас готовлю тесто для рыбного пирога. Оно у меня будет такое песочное. В него входит мука, масло, яйцо, соль. Мне кажется, Вася многое повторяет за Кюней, в том числе и рецепт теста заимствовал у соседа по кухне. Я делаю тесто для рыбного пирога, потом сделаю тесто для десерта, потому что они должны простоять немножко, отдохнуть в холодильнике. Потом займусь начинкой, подготовлю потом рис для оранчини. Я же все-таки поняла, вспомнила, это, по-моему, рис такой, и внутри начинка любая, там грибная, либо там мясная, сырная, и зажаренная в панировке. Там круглая, квадратная, что-то такое, любую форму можно ей придать. Из нашей четверки ты одна знаешь, что это за блюдо, и ты будешь делиться рецептом? Ну, это же конкурс, я думаю, что нет, скорее всего. А вот Ваня, в отличие от своих коллег, начал с десерта. Я начал с десерта, я буду делать безе, меренгу. Почему я начал с десерта? Потому что на нее уходит очень много времени на сушку, это 1,5-2 часа уже, чтобы посушить. Рецепт оранчини знает только Кюней. Все остальные только гадают, что это за блюдо, и рискуют просто провалить задание. У нас уже определился полуфиналист. Кюней, как называлось второе блюдо, которое мы готовим? Как не можешь запомнить? Оранчини. Оранчини? Оранчини. Ты вообще, имеется в виду, ты же знаешь, как оно готовится? Ты же его готовила или где-то там встречала? Нет, я же? его не готовила, но я вспомнила. Потому что в кулинарных шоу часто его готовят. А, да? Да. Ты согласна с тем, что это что-то типа оранжевого? По-любому же, да? Нет. Нет, что ли? Что это тогда такое? Это же такой десерт. Это десерт? Да. Серьезно? Шутка. Это, как я помню, это рисовые шарики.
Рисовые шарики, но должно быть ризотто, по идее. Но у нас нету ни вина, ничего, поэтому мы ризотто не сможем сделать. Придется рис просто отваривать. Вот. И внутри может быть любая начинка. А это типа шарики, а внутри с начинкой, Может что ли? фрукты, может изюм, а может и мясо, Типа сыр, да, с фаршем, короче, можно положить, да? может горох, либо тыква, все что угодно. Ну, у меня с тыквой в прошлый раз там интересная история Я же в была. прошлый так раз что я- тоже тыкву делала. Да? Да. Ага. Прикольно. Которая у меня не получилась. А мою тыкву просто судейская коллегия не очень поняла, в чем фишка была. Ну, короче, оранчини, вот это ж рисовые шарики с этим, да? Да, но самое главное, начинкой. их нужно обжарить. Во фритюре, Обжарить типа? во фритюре желательно. А, То есть в большом количестве мяса. понятно. Да, Кюней все-таки не оставила в беде своих коллег и поделилась рецептом. Начал разделывать рыбу к пирогу. Что такое оранчини, я примерно понял. Я подслушал, в общем, разговор Василия и Кюней. Рецепта я не знаю, но примерно подслушал и буду делать уже, подглядывать, может быть, как-то что-то выходить из положения. Подслушать – это одно, а вот приготовить совсем другое. Какие же оранчини ждут от кулинаров наши шефы? Оранчини – это итальянское блюдо, родом из Сицилии. В его названии предусмотрено то, что это будет форма маленького мандарина, апельсина, да, вот. Основа этой закуски составляется из риса. Рис, который варится со специями, оставляется в них на ночь и составляет всю оболочку внешнюю, которая после обжаривается. В начинке в классическом рецепте используется, как правило, мясное рагу. Ко всем мясным блюдам используются это либо томатные, либо сливочные соуса. Ну, можно экспериментировать, использовать ягодные. В общем, полет фантазии здесь безграничен. Прошло 20 минут с начала старта. Практически все кулинары решили начать с самого знакомого блюда – рыбного пирога. А вот к оранчини приступать пока не рискуют. А зря. Оранчини – это традиционное сицилийское блюдо. Идеальный рис для этого блюда должен быть немного недоварен. Середина рисовых зерен должна быть твердой. И именно из такого риса удобнее всего формировать те самые формы для этого блюда. Кюней в этой четверке чувствует себя увереннее всех. Как настоящая хозяйка, наш кулинар без проблем умеет готовить одновременно несколько блюд. У меня начинка для оранчини. Это будет фарш с сыром. И пытаюсь чистить рыбу, она вся в костях, поэтому очень осторожно и внимательно нужно чистить. Ты поделилась со всеми рецептом, да? Ну, как бы, да, основные моменты. А так, конечно, все зависит от корочки, от начинки, я думаю, и от риса, как он будет проварен. Если будет как каша, это будет невкусно, наверное. И как в тот раз судьи сказали, типа, я не буду это есть, надеюсь, опять не скажут так насчет наших оранчини. Влюбился, что ли, я в кого-то? Опять пересолил? А вот на кухне у Василия творится хаос. Видимо, в этот раз нашему участнику совсем не до шуток. Ну, а так все по плану, наверное. Я просто не знаю, во сколько мы начали, и не ориентируюсь, честно говоря, со временем. Если даже вот у меня часы на руках есть, я что-то особо так выбился из колеи, тут пока то все делал там, вот. Я заметила, что ты почти полностью повторяешь за Кюней. За Кюней? Да. Нет. У меня свой план, просто у нас планы похожие. На победу. В отличие от всех кулинаров, Ваня решил начать именно с десерта. Его меренги почти готовы, осталось их просушить только в духовом шкафу. Надеюсь, у нашего кулинара получится с ней подружиться. Ну, это обычная меренга. Это безе. Я потом забью сливки, наверное, и потом как-то украшу потом. Надо как-то аккуратно их сделать. Ты будешь это запекать? Да.
Ну, то есть она не запекается, она сушится на 100 градусах. Она должна полностью просушиться. Эдуард сегодня тоже совсем немногословен. Как же он справляется с заданием? Как она там называлась у нас блюдо? Оранчини, во-во. Все, и дальше Какая начинка будет у оранчини у вас? будет фарш домашний, видимо, свинина с говядиной. Ну и традиционно лук с морковкой смешаю. А с десертом что решили сделать? Какой будет десерт? Ну вот, думаю. Просто я не знаю, как эту штуку использовать. Я даже название не помню. В Изамаль. общем, это типа сахара, подсластитель. Надо его растопить вроде бы. И снова наша духовка показала свой характер. Стоило Ване отвернуться лишь на секунду, как меренги разлетелись по всей духовке. Еще у меня еще есть. Что случилось? Ну, я их наложил на пергамент и наложил сверху приборами, чтобы они не улетели. А они все-таки улетели все равно. Что теперь? У меня еще есть, еще сделаю. В отличие от предыдущей четверки, сегодняшние кулинары совсем не общаются друг с другом. Неужели градус конкуренции между участниками настолько высок? У нас сегодня 3 молодых человека и 1 девушка. Поэтому, скорее всего, девушка пройдет дальше. И 1 молодой человек, это, скорее всего, будет Ваня. Ну, я так считаю, может быть. Ну, а так повоюем еще, посмотрим. А что ответит Вася? Ведь он пришел сюда только за победой. Он так считает. Я считаю иначе. Кто-то считает по-другому. Толпа моих болельщиков, которые будут смотреть нас, считает то, что выиграю я. И я надеюсь, то, что я не подведу своих телезрителей. Что-то я Ваню боюсь. Какой-то он прям эстет и все делает так аккуратно, красиво. Даже соль вот так вот аккуратно сыпет. Так что я не знаю. Всякое может быть. Ну, я думаю, Вася прибедняется, говорит, что не очень хорошо готовит, да? А Эдуард, мне кажется, какой-то охотник, настоящий якутский мужчина, умеет работать с рыбой. Ваня начинает все сначала, а ведь прошло уже почти полчаса с начала тура. Все, сейчас 2-й раз закину. Главное, чтобы он там за счет воздуха не разлетелся. Да, кажется, Ване придется потратить очень много времени, чтобы десерт получился как надо. Зима – это то берег ледяной, холодный и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Хозмаркет. На десерт Ваня решил приготовить меренги. Но правильно ли он расшифровал содержимое ящика? В 3-м ящике был апельсин и грецкие орехи. Мы бы хотели в десерте увидеть апельсин в виде соуса, или же это может быть как начинка в десерте, да, использована. Из грецких орехов он может сделать пралине, что-то такое связанное с этим, ну, с хрустинкой. Моя самая главная боязнь – это подходить к духовке
потому что, как вы помните, в тот раз у меня вся картошка полетела, я не смогла сделать картофельные чипсы, вообще я с ней не дружилась. Думаю, на этот раз сдружусь, потому что у меня 2 выпечки, это пирог и, раскрою секрет, муравейник, поэтому все равно придется в духовке готовить. Вот. А муравейник я буду тереть на терке, пока тесто замораживается в морозилке. За время участия в шоу у наших кулинаров появляется большая команда болельщиков, а самые преданные, конечно, родные наших участников. Почти все мои родственники смотрели, даже, можно сказать, все, наверное. Знакомые, большинство тоже смотрели, я думаю. Отзывов было много, в основном положительные. Любовь к готовке, она же такая, когда по вдохновению готовишь, да, вот, когда нет настроения, когда что-то не получается, готовить совершенно неохота. И поэтому все по-старому, все как и раньше было. Кулинария для Вани – большое и любимое хобби. И дома наш участник любит экспериментировать и пробовать блюда разной сложности. Дома ты в спокойствии готовишь, то есть тебе там комфортно. И если тебе нравится там готовить, то там особо трудного ты ничего не ощущаешь. А вот когда вот в такой обстановке тебя уже как-то ощущается то, что тебе некомфортно, и тебе гораздо становится труднее. И если говорить о трудном блюде, то то, что все здесь готово, все как бы трудно для меня, можно так сказать. Кюнне решила удивить шефов нетрадиционным рыбным пирогом. Тесто у меня с укропом и чесноком. Я в тесто добавила укроп и чеснок, а шпинат я добавлю в начинку к рыбе. Рыба, рис, шпинат. Вместо овощей. Овощи я не буду добавлять, потому что, смотрю, все добавили овощи. А мой конек – это будет шпинат, мой секретный ингредиент. Вот думаю, рыбу добавить или нет, или это будет перебор? Кажется, Василию удалось собраться, и наш кулинар разработал новый план действий. Короче, первое блюдо я поставил уже в в парик. Сейчас буду готовить десерт. И собирать, получается, пока замешиваться будет десерт, буду собирать второе блюдо. А что за десерт будет? Я хочу безе сделать такое. Воздушное, легкое, безе. Классно. Тоже как Ваня? А? Тоже как Ваня? В смысле? У Вани тоже безе. Да? Да. Ну, ничего страшного. Так, для этого у меня есть крахмал, для этого у меня есть сахарная пудра, для этого у меня есть яйцо, лимон и сливки. Ну что, гоу? А творожный сыр? А? Творожный сыр как будешь использовать? Творожный сыр — это будет изюминка этого кулинарного произведения. Не знаю я, что-нибудь придумаем с ним. Пихнем куда-нибудь. К десерту приступает Кюнне. Как же она расшифровала послание шефов? Так, сейчас я буду тереть тесто для муравейника. Не буду его жарить. Почему не будешь жарить? Поставлю пока. Почему не будешь жарить? Мне кажется, так вкуснее. Почему-то я так думаю. Решила не обжаривать. А так в классическом рецепте, конечно, нужно его обжарить. У меня и посуда-то не осталась на жарку. За меня болеет моя армия болельщиков из подруг, друзей, коллег. Бабушка ждет с нетерпением очередную серию. Говорит, опять на свое шоу пошла. Вот. Муж, конечно, и дочка все время показывает на телевизоре, говорит, мама, смотри, это же ты. Вот, поэтому очень многие ждут, что я пройду в финал. Конечно, я тоже этого жду. Точно, да, это панировочные сухари? Если нет, то я испортил блюдо. Тем временем на кухне вспыхивают нешуточные споры между кулинарами. Я буду добавлять картошку, ага. Вместо риса? Да это не мой же кусок. У меня же был хвост. А это же мой кусок у тебя. А тебе что, нравится кусок? Хвост, что ли? Классика.
По правилам полуфинала участникам разрешено обмениваться только одним продуктом. И в этот раз не каждый готов делиться. Кюнней, можно я у тебя сливки возьму? У тебя здесь много, а мне нужно чуть-чуть совсем. Грамм 50-70. Нет. А тебе Я зачем? не могу тебе дать. Нам же сказали одним блюдом, одним ингредиентом только обмениваемся. Я тебе Всё. сыр дал. А я ж у тебе тебя дала. ничего- Я ж тебе дала что-то. Я тебе дал. Мед, кажется. Да, помню. Нет, не мед, желатин был. А, нет, разрыхлитель был. Там разрыхлитель. Всё, одно. Разрыхлитель был всего лишь половина чайной ложки было. А, извини меня, я тебе 150 грамм сыра дал. Поэтому я имею право отсюда взять 50 грамм, 70 грамм. Но только если у меня останется. Остался всего 1 час до конца тура. В следующем выпуске мы узнаем, кто же пройдет в финал и будет бороться за звание первой на кухне. Оставайтесь с нами. Смотрите в следующем выпуске. Что делать? Вот и все. Я горячую ложку держала рукой.